Сверим часы по настоящему времени. В студии в Вашингтоне вас приветствую я, Роман Мамонов. В ближайший час подробно о главных событиях дня, какими они видятся из США. В списках значится: США включили в санкционный лист Магнитского главу Российского следственного комитета, 2 депутатов, следователя и банкиров. В Великобритании думают о своей версии закона Магнитского. Горячая пора в Конгрессе. Сенат обсуждает номинантов Дональда Трампа в правительство на фоне протестов, а также хакерские атаки против США со стороны России. И 10 дней до смены власти. Столица США готовится к инаугурации Дональда Трампа. Отели раскуплены, рестораны готовят специальное меню. В середине часа, как всегда, новости экономики, данные с бирж от наших коллег в Нью-Йорке. Но в начале дайджест новостей от Рафаэля Сакова. Спасибо, Роман. В начале часа, как обычно, о событиях в США и в мире. По меньшей мере 30 человек погибли в результате 2 взрывов в столице Афганистана Кабуле. Как сообщает BBC, главврач местной больницы, количество раненых оценивается в 70 человек. Взрывы произошли недалеко от здания парламента страны. Первая бомба была приведена в действие террористом-смертником, а вторая была заложена в припаркованный через дорогу автомобиль. Ответственность за нападение уже взяли на себя боевики движения «Талибан», которые заявили, что их целью были сотрудники разведывательного агентства Афганистана. По информации местных СМИ, глава разведагентства опознан среди погибших, но официального подтверждения этой информации пока нет. Власти США расширили список Магнитского, в который теперь вошел и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как заявил представитель Госдепартамента Джон Кирби, 5 россиян играли особую роль в репрессивной машине российских правоохранительных органов и были причастны к печально известным нарушениям прав человека. Под санкции попали также Андрей Луговой, депутат Госдумы, и Дмитрий Ковтун, которых Великобритания считает главными подозреваемыми в отравлении бывшего сотрудника ФСБ и критика Кремля Александра Литвиненко в 2006 году. Закон Магнитского назван по имени российского юриста Сергея Магнитского, который умер в СИЗО «Матросская тишина» в 2009 году. Лицам, включенным в санкционный список, среди прочего, запрещен въезд в США. Американские сенаторы тем временем предложили рассмотреть законопроект о новых всеобъемлющих, как говорится, санкциях против России, на сей раз по следам хакерских атак, целью которых, по данным разведслужб США, было вмешательство в ход президентских выборов. Инициаторами выступили республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менендес. Сенаторы также призвали к созданию независимой двухпартийной комиссии, которая займется опросом свидетелей и поиском документов для изучения попыток влияния на выборы со стороны Москвы. Нас атаковали. Когда на нас нападали МИГи, мы предпринимали действия, чтобы с помощью оружия защититься от атакующих. Мы укрепляли оборону и были уверены в том, что желающие нанести нам вред не смогут этого сделать. После атак 11 сентября мы создали независимую двухпартийную комиссию, потому что знали, что дела больше нельзя вести по-старому, и отныне мы должны действовать иначе. Это был Бен Кардин, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данное предложение и расширение списка Магнитского, заявил, что Соединенные Штаты продолжают предпринимать попытки по исключению какого-либо диалога между двумя странами. Конгрессмены от Демократической партии выступают против намерения избранного президента Дональда Трампа назначить главным советником Белого дома своего зятя Джареда Кушнера, о чем сообщалось накануне. В письме членов Комитета по юридическим вопросам Палаты представителей США отмечается, что подобное назначение может противоречить принятому в 1967 году закону против кумовства. Демократы опасаются также, что на новой должности Кушнер не сможет полностью избежать конфликта интересов со своей деятельностью в бизнесе. Официальное заявление по этому поводу Трамп, как ожидается, сделает завтра на своей первой пресс-конференции после победы на выборах. И уже сегодня в Сенате США началось рассмотрение кандидатур, предложенных переходным штабом 45-го президента на посты будущей администрации. Среди первых номинантов на утверждение возможный генеральный прокурор Джефф Сэшенс, начало выступления которого было прервано неизвестной девушкой. Она выкрикивала «нет Трампу» и «Сэшен расист». Как известно, 30 лет назад Сенат отверг кандидатуру Сэшенса на должность федерального судьи на фоне выдвинутых против него обвинений в расизме. На слушаниях Сэшенс назвал те обвинения беспочвенными. Кроме того, его выступление несколько раз прерывалось другими группами активистов. И уже завтра состоится одно из самых ожидаемых обсуждений миллионера Рекса Тиллерсона, теперь уже бывшего главы компании ExxonMobil, который выдвинут Трампом на должность госсекретаря. При этом в независимом управлении по этике правительства США сообщили, что не все кандидаты прошли необходимые этические проверки и предоставили свои финансовые данные. Их имена пока не называются.
Госсекретарь США Джон Керри, выступая сегодня на ежегодной конференции Института мира в Вашингтоне, охарактеризовал процесс передачи власти как, цитата, «достаточно гладкий», поскольку в данном направлении происходит не так уж много событий. По словам Керри, обсуждений между нынешней и следующей администрациями недостаточно, но он рассчитывает на встречу со своим преемником в ближайшем будущем. Подводя итоги внешнеполитической деятельности за последние 4 года, глава Госдепартамента подчеркнул значимость масштабных санкций в отношении России после аннексии Крыма, которые показали, что подобные действия не могут остаться безнаказанными. А президент Обама, покидающий свой пост 20 января, выступит сегодня с прощальной речью. Выступление состоится в Конгресс-центре Чикаго, города, где Обама начинал свою политическую карьеру. Как ожидается, Обама намерен призвать американцев не терять веру в будущее вне зависимости от того, как они относятся к следующему главе государства. По словам 44-го президента, в истории США за 8 лет пребывания в должности он убедился в способности страны добиваться перемен. Русская служба «Голоса Америки» будет вести прямую трансляцию речи Обамы с синхронным переводом на русский язык с 9 вечера по Вашингтону, 5 утра по Москве на сайте по адресу голос-америки.ру и на странице в Фейсбуке. Роман, у меня на этом все. Тебе слово. Рафаэль, спасибо. Обязательно завтра обсудим речь президента Обамы, а также слушания в Конгрессе. Но начинаем с главной темы последних часов. За 10 дней до окончания президентского срока нынешнего хозяина Белого дома администрация США ввела новые санкции против россиян. В глобальный список Магнитского внесены еще 5 имен. Самым высокопоставленным фигурантом является глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Компанию ему составили следователь Станислав Гордеевский, банкир Геннадий Плаксин, а также 2 депутатов Госдумы Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Последних власти Великобритании, как уже сказал Рафаэль Сааков, обвиняют в причастности к убийству Александра Литвиненко. В Лондоне вообще активно сейчас обсуждают принятие собственного закона Магнитского и, соответственно, создание своего списка. Репортаж корреспондента «Голоса Америки» из британской столицы. Сергей Магнитский скончался в этом московском СИЗО в 2009 году. Он провел почти год за решеткой в ожидании суда по обвинениям в сговоре. Его сторонники убеждены, что российские власти пытались отомстить ему за разоблачение коррупционной схемы на $230 миллионов с использованием филиалов инвестиционного фонда Hermitage Capital. Независимое расследование показало, что в день смерти Магнитского пытали 8 тюремных охранников. Никто из них не был за это осужден. Глава Hermitage Capital Билл Браудер добился в США принятия закона Магнитского, который нацелен против тех, кто был причастен к коррупционной схеме и смерти юриста. Теперь он добивается принятия аналогичного законопроекта в Великобритании. Все указывает на то, что у нас есть очень надежная группа поддержки среди представителей всех крупных партий. По словам Браудера, действия Москвы в Украине и Сирии способствуют его усилиям. Поведение России в последние 2 года стало столь возмутительным, что представляется возможность убедить исполнительную власть в правильности такого шага. Рассмотрение закона Магнитского обсуждается в качестве поправки к другому закону о противодействии преступлениям в финансовой сфере. Предлагается расширить масштаб закона, связанного с Магнитским, чтобы вывести его в более глобальный контекст. В соответствии с законопроектом любой человек сможет попытаться добиться заморозки активов. Частные лица НКО смогут обратиться в суд с помощью бесплатных адвокатов, подав иск и попытавшись добиться судебного решения, совершенно независимо от правительства. В Лондоне живут и держат средства многие олигархи из России и бывших советских республик, часть из которых обвиняются в нарушениях прав человека и коррупции. Национальное управление по борьбе с преступностью предполагает, что через Великобританию ежегодно проходит более 100 миллиардов фунтов коррупционных денег. Голосование по поправке должно состояться в ближайшие недели. Сторонники инициативы надеются, что это подтолкнет другие страны ЕС к принятию аналогичных законов. Ближайшие дни в американском Конгрессе будут крайне напряженными. Сенаторы начинают процесс обсуждений и утверждения номинантов в новый кабинет будущего президента Дональда Трампа. Сегодня показания дают отставной генерал Джон Келли. Он может стать министром внутренней безопасности, а также, и эти слушания проходят прямо сейчас, потенциальный генеральный прокурор Джефф Сэшенс. Слушания с его участием были несколько раз нарушены протестующими.
А также в эти минуты Сенатский комитет по делам разведки обсуждает хакерские атаки со стороны России. Кстати, в обеих палатах Конгресса сейчас внесены законопроекты о новых санкциях против Москвы как раз за хакерские атаки. Вообще, тема угроз национальной безопасности США сейчас весьма актуальна. Аналитики национальной разведки США пришли к заключению, что в ближайшие 5 лет риск возникновения конфликтов между странами и внутри стран вырастет до невиданного со времен Холодной войны уровня. Обсудим доклад с обозревателем «Голоса Америки» Александром Григорьевым. Саша, приветствую в студии. А в чем эксперты видят угрозу, действительно, да? Вот в чем причина для такого прогноза? Я бы хотел обратить внимание на две важные вещи. Во-первых, разведка написала то, о чем говорят уже и многие другие люди. Достаточно почитать любое аналитическое издание, любые доклады исследовательских центров из любой страны мира, где отмечается, что размывание международных институтов, увеличение риска конфликтов, неопределенность экономического роста и так далее и тому подобное. Разведка использовала открытые источники информации. Она использовала интервью примерно с 2500 людей в разных сферах знаний. Финансисты, бизнесмены, аналитики, военные, ученые. И вот пришла к такому выводу. Но здесь, поэтому доверять этому докладу можно ровно в той же самой степени, которой вы доверяете подавляющему большинству других аналитических документов. Но здесь интересно следующее. Американская разведка в последние 3 года задействует не только данные, предоставляемые экспертами и политиками, государственными мужами, добытыми шпионами и так далее и тому подобное. Речь идет о сборе информации, которая собирается и обрабатывается в значительной степени компьютерами. То есть это анализ социальных сетей, пресловутое, это анализ технологического прогресса, это анализ каких-то закономерностей засух, приливов и отливов, качества урожаев и так далее и тому подобное. Этот невероятный объем информации со всего мира анализируют различные группы, использующие различные компьютерные модели. То, что вы видите здесь, в этом докладе, это результат сопоставления плодов коллективного разума, если можно так сказать. Это дикое количество статистической информации, дикое количество прогнозов, которые собираются в одну точку, как-то сортируются и потом выкладываются в том виде, который мы можем это прочитать. А фактически это не прогноз, это представление людей, которые живут в современном нам мире, в том числе мое и ваше, и наших телезрителей, о том, что они ожидают в ближайшие 5 лет на основании опыта, который был накоплен в предыдущие годы. И проекции, так скажем, не очень оптимистичные. Вот давай все-таки конкретно, да, вот эти конфликты, которые нам грозят в ближайшие 5 лет. Вот конкретно регионы и чего ждем, например? Ну, Соединенные Штаты, как написано в докладе, могут столкнуться с проблемой утраты глобального лидерства, в том числе за счет действий агрессивных действий Китая и России. Почему сделан этот вывод? Потому что эти два государства все в меньшей степени склонны соблюдать международные правила и законы, которые были приняты, появились и были подтверждены после Второй мировой войны. Пример этому действие России в Крыму, аннексия Крыма, незаконно с точки зрения международного сообщества. Пример это действие Китая в Южно-Китайском море, где Китай отказался напрочь выполнять решение Международного суда по этому поводу. Значит, следовательно, можно сделать вывод, что Китай и Россия, так как они преуспели на этом пути, могут и в дальнейшем пробовать использовать такие методы для достижения каких-то других целей. Условно говоря, Россия может отрезать кусок от Китая, а Китай, наоборот, может отрезать кусок от России или что-то сделать еще. Да? То есть возможны любые прогнозы. В силу этого нас ожидает, судя по тому, что пишет американская разведка, достаточно беспокойные 5 лет. И я желаю, чтобы этот прогноз оказался ошибочным. Вот принято не верить выводам американской разведки по поводу русских хакеров. Ну, может быть, в России с меньшим энтузиазмом отнесутся к этому самому выводу. Я очень надеюсь, что все-таки это будет поспокойнее следующие 5 лет, потому что у нас ждет, судя по мнению аналитиков, неспокойные 4 года в Америке. И мы обязательно будем обо всем рассказывать. Спасибо, Александр Григорьев в нашей студии о потенциальных конфликтах и угрозах ближайших 5 лет, по мнению аналитиков национальной разведки.
Аннексия России Крыма, а также последовавшая война на востоке Украины поставили целый ряд вопросов перед странами Балтии, Эстонией, Латвией и Литвой. Действия Кремля в последние годы показали, насколько уязвимы эти республики с точки зрения безопасности. Усиливается влияние России на остальные страны постсоветского пространства, как в этом случае должно действовать НАТО в целом и Соединенные Штаты Америки в частности. Вадим Оленичев узнал мнение экспертов. Соединенные Штаты в соответствии с доктриной НАТО не раз подтверждали свою готовность, если потребуется, выполнить обязательства по единой стратегической обороне в Восточной Европе. Сейчас это становится актуально, говорят западные политики и эксперты. По утверждениям некоторых из них, НАТО при всей его мощи не сможет защитить страны Балтии от массированного военного вторжения со стороны России. Мы видим, что над нашими европейскими союзниками нависла угроза. Поэтому нам надо сотрудничать с ними, чтобы оказать давление на Россию и заставить ее отказаться от угрожающих действий. Европейцам нужна наша поддержка. Поэтому важной частью европейской политики США должна быть демонстрация готовности Америки защищать ее союзников в Европе. Компьютерная модель, созданная и опробованная американским исследовательским центром RAND Corporation, показала, что в случае военной агрессии со стороны Российской Федерации оборонные рубежи Эстонии, Латвии и Литвы будут подавлены в течение первых 3 суток. Вот почему, считают западные эксперты, украинский кризис, включая военные действия на Донбассе, нельзя рассматривать просто как региональный. Украинская стратегия режима Путина – это часть его общеевропейской политики. Новая установка Кремля в отношении Запада достаточно ультимативна и звучит примерно так: играем по новым правилам или играем без правил. В этом контексте еще более важной задачей становится сохранение западных демократических ценностей. Здесь ключевую роль может сыграть так называемая «серая зона Европы». Так, западные политологи характеризуют бывшие советские республики, находящиеся между Россией и остальной Европой – Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан. Они представляют собой молодые суверенные государства, ориентация которых на международной арене пока полностью не определилась. Как утверждает целый ряд американских политиков, Россия использует экономические и энергетические рычаги, чтобы коррумпировать государственные институты и частные организации в этих странах, а также в Восточной Европе. Этому, говорят они, нужно противопоставить такие усилия, как укрепление институтов демократии, создание независимых СМИ и судебных органов. Кремль пытается подорвать уверенность их правительств в необходимости существования демократического общества и тратит миллиарды долларов на то, чтобы подорвать демократическое устройство Европы. Они используют демократические институты, чтобы разрушить эти самые демократические институты. Статья номер 4 Устава НАТО предусматривает необходимость составления коллективного плана действий, если какая-либо из стран-субъектов, цитата, «ощущает угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности». Учитывая то, как быстро благополучные регионы мира могут превратиться в очаги конфликта, эффективное осуществление плана совместных действий должно стать приоритетом Североатлантического альянса. Вадим Оленичев, Санжар Хамидов. Настоящее время Америка. Вашингтон. Вернемся к американским темам. Последняя трагедия в аэропорту флоридского Форт Лодердейла, где погибли 5 человек, снова подогрела публичную дискуссию о контроле за оружием. Стрелок ведь свободно прилетел с пистолетом, получив его из багажа, зарядил и открыл огонь тут же в зоне багажной ленты. Напомним, именно во Флориде, в Орландо, в прошлом году случился самый страшный теракт со времен 11 сентября. Стрельба в гей-клубе, тогда погибли 49 человек. Но власти штата до сих пор не приняли никаких изменений в правилах торговли оружием. А вот в Калифорнии после теракта в Сан-Бернардино законодатели штата решили закрутить гайки. Все подробности в репортаже Евгения Дюло из Лос-Анджелеса. 14 погибших и 22 раненых в результате теракта в Сан-Бернардино в декабре 2016-го. Двое нападавших, муж и жена, были вооружены легально приобретенными полуавтоматическими винтовками и пистолетами. Сколько еще мы будем игнорировать тот факт, что в нашей стране мы предоставляем опасным для общества людям, в том числе предполагаемым террористам, легкий доступ к оружию, таким образом помогая им совершать эти чудовищные преступления? Слова Тины и семей погибших в теракте, выступающих за ужесточение контроля над оружием, были услышаны. С января этого года Калифорния вводит запрет на продажу полуавтоматических винтовок с функцией замедления процесса перезарядки магазинов (Bullet Button). Незаконным становится и владение магазинами с большим количеством патронов.
Джефф, владелец оружейного магазина в Бурбанке, убежден, что новые нормы сильно ограничивают возможности самозащиты законопослушных граждан. Ведь преступник, приобретая оружие, вряд ли будет следовать установленным законам правилам. Террористы в Сан-Бернардино, по его словам, легально приобрели оружие, но нелегально модифицировали его, что позволило им вести огонь практически в автоматическом режиме, используя магазины большой емкости. Если преступник войдет сюда с нелегально модифицированным АК-47, который он купил на черном рынке, и магазином, вмещающим 75 патронов, закон запрещает мне защищаться теми средствами, которые подошли бы в этой ситуации. Защищать меня, моих сотрудников, моих клиентов. И если даже я выйду против него, используя магазин с 30 патронами, меня посадят в тюрьму. Мне не разрешено выбрать лучшие средства для самозащиты. Отец Ричарда регулярно практиковал навыки стрелка и с детства приучил сына к оружию. Сегодня Ричард покупает новую модель пистолета для самозащиты. Ричард убежден, вместо закона, ограничивающего владение оружием, должен быть закон, обязывающий его иметь. Зная, что ты вооружен, преступники побоятся приближаться к тебе и твоей семье, говорит он. На свою безопасность я смотрю как на личную ответственность. Если что-то случится, позвонишь ты в полицию, как это тебе поможет? К тому моменту, когда они приедут, ты будешь уже мертв. Все, что они сделают, ограничит твой дом желтой лентой. Когда тебе нужно, они вряд ли окажутся на месте. Единого мнения по поводу новых правил среди жителей Калифорнии нет. И очевидно, что дискуссия будет становиться все острее, ведь помимо текущих ограничений, скоро владельцы оружия также будут обязаны проходить проверку каждый раз при покупке амуниции. Евгения Дюло, «Настоящее время. Америка». Сегодня стало известно, что еще один автоконцерн, попавший в немилость Дональда Трампа за планы строительства завода за пределами США, решил не гневить следующего президента Америки. Речь про японскую Toyota. Подробно об этом пойдет речь в проекте «Время и деньги». Его ведущий Борис Кольцов сейчас присоединяется ко мне в прямом эфире из нашей нью-йоркской студии. Борис, приветствую. Я так понимаю, японцы быстро поняли, как надо выстраивать отношения в новых политических условиях. Рома, привет. Да, я рискну предположить, что японцев, которые, безусловно, являются очень искушенными знатоками корпоративной этики, вообще будет трудно переиграть Дональду Трампу. Посмотрим, как они в итоге выстроят отношения и в торговле в том числе, потому что транстихоокеанское партнерство Дональд Трамп собирается отменить. А что касается Тойоты, то тут, на мой взгляд, интерес представляет не только то, что они объявили о планах инвестировать в производство Тойоты в Америке 10 миллиардов в ближайшие 5 лет, но и то, как это было сделано. Президент компании сам лично объявил об этом на выставке в Детройте и при этом подчеркнул, что уже сейчас Toyota является, американская сборка является одним из крупнейших предприятий Toyota за рубежом, и они здесь обеспечивают работой 136 тысяч американцев. Борис, спасибо. Нашим зрителям я скажу, что в заключительной части нашей программы, сразу после проекта «Время и деньги», мы обязательно расскажем о новинках как раз детройтского автосалона. Ну а прямо не прямо сейчас, а через 7 минут проект «Время и деньги» с новостями экономики и данными с бирж не пропустите. Напоминаем также, что команда «Настоящего времени Америка» готовит специальный эфир 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа. 3 часа прямого эфира в телевизионном и онлайн формате из Вашингтона с гостями в студии, включениями от стен Конгресса и с улиц американской столицы, экспертами в студиях в Нью-Йорке и Москве, а также, конечно же, инаугурационной речью Дональда Трампа с синхронным русским переводом. Не пропустите 20 января. Сейчас вообще отметим, что весь Вашингтон готовится к главному событию 4 лет. В столицу, чтобы увидеть, как Дональд Трамп вступает в должность президента, приедут сотни тысяч американцев. Многие отели уже раскуплены на 100%, а рестораны готовят специальное меню для специального дня. Подготовку к инаугурации можно увидеть везде. Отели и сувенирные магазины Вашингтона готовятся к нашествию сторонников избранного президента, приезжающих со всей страны. Хотя в некоторых отелях еще есть места, в одном из самых рейтинговых и дорогих отелей Four Seasons забронированы все номера, несмотря на специальные, более высокие цены в связи с инаугурацией. Президентские апартаменты обойдутся здесь в $16 тысяч за ночь. А учитывая, что минимальное бронирование в инаугурационную неделю составляет 4 дня, гостиничный счет составит не менее $64 тысяч. Чтобы позволить себе 4-дневное пребывание, когда цены начинаются от $2000, нужно принадлежать к определенным кругам. При этом бросится в глаза отсутствие многих голливудских знаменитостей, приезжавших в Вашингтон на обе инаугурации президента Обамы.
На этот раз большинство гостей будет из штатов, поддержавших избранного президента, но будут и иностранные гости. К высокому ценнику прилагаются и дополнительные услуги. Мы предлагаем муфты, шляпы и тому подобное, просто чтобы им было удобнее. Каждый день гости отеля будут получать подарки с изображением президентской печати, тисненным золотом в 24 карата. Пока одни гости будут получать дорогие подарки, другие будут покупать более дешевые сувениры на свои деньги. Менеджер частного сувенирного магазина Washington Welcome Center рассчитывает, что главными бестселлерами недели станут вещи, связанные с Трампом. Самый популярный сувенир – бейсбольные кепки с его предвыборным лозунгом. Это кепки с надписью «Вернем величие Америки». Они уже хорошо расходятся. Постоянно приходится пополнять запас. Несколько кепок купили эти студенты из Джорджии, сторонники Трампа. У Трампа есть хорошие качества и плохие качества. Есть много вещей, с которыми люди не согласны. Но я думаю, он многое даст этой стране. И как бизнесмен он сможет много сделать для экономики. Это не единственный человек, который обсуждает политику в этом магазине. После выборов о своей позиции говорят как республиканцы, так и демократы. Приходят республиканцы и говорят о финансовых вопросах. Приходят демократы и обсуждают разные проблемы. То, о чем говорят в новостях. Отменят ли, например, реформу здравоохранения. Вашингтон считается городом демократов, и многие жители не очень рады видеть Дональда Трампа в Белом доме. Но его сторонники, возможно, воспользуются инаугурацией, чтобы отправить домой открытку, в которой поздравят родных со сделанным выбором. Инаугурация Дональда Трампа, еще раз повторимся, состоится 20 января. И первых решений нового президента в отношениях с другими странами и в иммиграционных вопросах ждет также миллион иностранных студентов, которые учатся в США. Впервые в истории их число достигло семизначной цифры, и опасения их связаны с тем, что из-за уже сделанных заявлений и возможных будущих шагов Дональда Трампа иностранные государства могут попросту отозвать своих студентов из США. Мы построим великую стену, отличную, крепкую стену. Я, Дональд Трамп, призываю к полному и безоговорочному запрету на въезд в США мусульман. Заявления об иммиграции и визах, сделанные Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, привлекли к себе особое внимание иностранных студентов. Как тех, кто уже учится в США, так и тех, кто рассматривает такую возможность. Китаянка Эрика Ван – одна из 6 тысяч студентов из-за рубежа в Нью-Йоркском университете в Баффало. Я продолжаю наблюдать за тем, что он действительно сделает из всего обещанного. Повлияют ли его политические реформы на нас? Многие мои друзья в панике. Заместитель проректора Стивен Даннет отмечает, что предвыборная риторика часто отличается от действительной политики. Однако Даннет только что вернулся из Китая и рассказал, что телефонный разговор между Трампом и лидером Тайваня обеспокоил многих в КНР. Китайцы были поражены таким внезапным для них отходом от политики неделимого Китая. Некоторые коллеги сказали мне, за это придется заплатить. В ваших вузах учится огромное количество наших граждан. Это крупный отток капитала из нашей страны. И если вы к нам будете относиться недоброжелательно, может, нашим студентам не стоит у вас учиться. Эвелин Левинсон – директор приемной комиссии для иностранцев в Американском университете. По ее словам, сотрудники комиссии придерживаются принципа толерантности при работе с абитуриентами. Мы не знаем, что нас ждет в будущем, но вопросов много. Минувшей осенью мы посетили многие города в Европе. Я побывала на Ближнем Востоке и в Центральной Америке. Заехали мы и в Гонконг, и Сингапур. По данным Института международного образования, наибольшее число иностранных студентов приезжает в США из Китая, за ним следует Индия и Саудовская Аравия. Президент института Алан Гудман не думает, что результат выборов отразится на количестве иностранных студентов. В течение последних 100 лет показатели по студентам-иностранцам остаются практически неизменными, за исключением небольшого двухлетнего снижения после терактов 11 сентября. Мы рассматривали периоды, когда изоляционизм был внешней политикой США. Мы рассматривали периоды рецессии и депрессии, войны и конфликта. Благодаря тому, что высшее образование в стране управляется на уровне штатов, говорит Гудман, федеральная политика имеет меньшее значение, чем то, что предпринимают вузы для привлечения студентов. Итак, в середине часа, как всегда, новости экономики, данные с бирж от наших коллег в Нью-Йорке. Но прежде новости кратко от Рафаэля Исаакова. Рафаэль. Спасибо. Коротко о главном. Сенат США начал рассмотрение кандидатур, предложенных Дональдом Трампом на посты в администрации с Джеффа Сэшенса, который может стать генеральным прокурором. После почти 4 часов слушаний председатель юридического комитета объявил перерыв.
По меньшей мере 30 человек погибли в результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле, недалеко от здания парламента. Около 70 человек ранены. И власти США расширили список Магнитского. Среди новых фигурантов глава Следственного комитета России Александр Бацтрыкин и депутат Госдумы Андрей Луговой. Роман, у меня на сегодня все, пожалуйста. Да, спасибо, Рафаэль. Напоминаю нашим зрителям, что через 15 минут мы продолжим эфир из Вашингтона и обязательно вам расскажем о новинках детройтского автосалона. Но сначала передаем эфир нашим коллегам в Нью-Йорке, которые расскажут о последних новостях экономики и о ситуации на американских биржах. Вы смотрите проект «Настоящее время Америка». Прямой эфир из Вашингтона и Нью-Йорка. Оставайтесь с нами. Здравствуйте! Наш информационный час продолжает 15-минутка финансовых новостей. Наша студия находится в непосредственной близости от Уолл-стрит. Это «Время деньги». Я Борис Кольцов. Основные темы выпуска. На мировых рынках разнонаправленное движение. В чем причина рекордов британского FTSE? Бренд Yahoo уходит в историю, если, конечно, Verizon все-таки купит интернет-сегмент компании. И во сколько обходится мировой экономике одна из самых распространенных вредных привычек. На азиатских торговых площадках индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng показал рост четвертый день подряд, поднявшись на 0,8%. Аналитики объясняют это в первую очередь повышением цен на сырье в Китае. Тем временем в самой Поднебесной индекс Шанхай Композит потерял 0,1% на фоне фиксации прибыли инвесторами после недавнего ралли, спровоцированного надеждами на реформы. Японский Никкей закрылся на 0,8% в минусе. Укрепление иены оказало давление на акции экспортеров. На европейских фондовых рынках второй день подряд сохраняется негативная динамика после того, как на прошлой неделе был зафиксирован рекордный с 2013 года подъем. При этом британский FTSE уже не первый день демонстрирует рекордные показатели, обновляя исторические максимумы, и сегодня не стало исключением. Эксперты отмечают, что позитивное влияние на рынок акций Великобритании оказывает в частности продолжающееся ослабление фунта стерлингов. На американских биржах после открытия наблюдается штиль. Торги идут у нулевой отметки. У нас в студии сейчас финансовый аналитик Игорь Новгородцев, и с ним обсудим, что происходит на мировых рынках. Игорь, привет. Спасибо, что нашел время к нам заглянуть. И поскольку видимся в этом году первый раз, с Новым годом. Спасибо. Тебя тоже. Скажи, пожалуйста, начну с Британии. Есть ли какие-то еще причины, помимо слабого фунта, в том, что Британия показывает рекорды? Основная причина – это фунт. Но другие основные причины – это то, что он полон мультинациональных компаний, которые банки, и все банки сейчас поднялись из-за того, что Трамп, администрация уменьшит финансовую регуляцию. И вторая – это ресурсные компании, потому что поднялись цены на нефть. Поэтому это тоже немножко помогло. Теперь Америка, рекорды биржи NASDAQ, чем это можно объяснить? Рекорды тоже сравнительно относительные, потому что если посмотреть, что произошло в ноябре, в декабре прошлого года, то NASDAQ очень сильно отставал от Russell 2000, от S&P 500, потому что были опасения, что Трамп начнет торговую войну, а все компании основные, как и Microsoft, и Apple, и Facebook, и Google, они очень... Их рост зависит как раз от международных рынков. Если была бы торговая война, то это им сильно повредило. Но когда он начал назначать администрацию, как-то бой торговой войны немножко затихнул. И поэтому сейчас все стали концентрироваться, что у NASDAQ компаний очень большое количество денег за границей. И они их могут принести назад в Соединенные Штаты и выплатить дивиденд шерхолдерам гораздо дешевле при администрации Трампа, потому что они надеются, что им дают какую-то налоговую скидку на это. И поэтому сейчас мы видим, что в последнюю неделю NASDAQ сильно опережает другие какие-то индексы именно по этой причине. То есть, получается, это своего рода восстановление позиций? Да, это восстановление позиций. Все просто, я думаю, что инвесторы поняли, что NASDAQ ничем не хуже, чем другие индексы. И он восстановил свои позиции, которые он потерял за ноябрь и декабрь прошлого года. Хорошо, и последний вопрос. У нас Трамп ралли плавно переходит в сезон отчетов за четвертый квартал. Какие у тебя ожидания от этого сезона отчетов? А сезон отчетов будет вроде бы наконец неплохой.
Прошлый сезон отчетов был лучше, чем сезон отчета за год, потому что до этого 4 четверти подряд сезоны отчета были каждую четверть хуже и хуже. Но были две основные причины из-за них. Первое – это было падение очень сильное на нефть, потому что это повлияло напрямую не ресурсным компаниям, но и тоже компании, которые им поставляют. И вторая причина – это то, что банки платили штрафы. Обе причины сейчас исчезнут, поэтому это немножко им поможет. И экономические индикаторы достаточно сильные. То, что мы видим, и уверенность потребителей хорошая, и безработица, так сказать, опять же, сейчас по-прежнему падает, и зарплаты растут. Это первая причина. Единственное, что может на него сильно повлиять, что как раз доллар очень сильно поднялся. Поэтому я буду очень смотреть на то, что компании будут говорить, как на них влияет доллар, и то, что они надеются заработать в следующей четверти. Потому что сильным долларом компании, мультинациональные компании, которые много производят за границей, на них, конечно, на их доход это очень сильно повлияет. Чем выше доллар, тем хуже. Могут ли быть какие-то сюрпризы, связанные с достаточно неожиданным Трамп-ралли, которое мы наблюдали как раз уже последние 2 месяца? Сюрприз, я думаю, будет, скорее всего, негативный, потому что сейчас, опять же, рассчитано, что все его идеи, которые он проведет, и снизить налоги, и увеличить расход на инфраструктуру, все они пройдут. Через пару месяцев мы узнаем, что из этого действительно пройдет. И мы увидим, что какие-то компании, которые сильно подскочили из того, что ожидалось, что для них будет более благоприятный климат, они могут сильно упасть, потому что выяснится, что этот климат не станет возможным. Поэтому я думаю, что, скорее всего, риск, как говорится, вниз, но не наверх. Понятно, спасибо большое. Как всегда, рад видеть у нас в гостях. Очень приятно. После заключения почти 5-миллиардной сделки между Yahoo и Verizon, генеральный директор Yahoo Мариса Майер покинет совет директоров и уйдет в отставку. Об этом накануне написали в меморандуме Yahoo Incorporated. Напомню, изначально она планировала остаться в совете директоров до конца переходного периода, передает CNN Money. Если интернет-сегмент легендарного бренда будет куплен мобильным оператором Verizon, все, что останется от Yahoo, будет реструктурировано в инвестиционную компанию для 15% доли в компании Alibaba, китайском гиганте торгов онлайн, и переименована в Alibaba. Не путать с пакистанской Altaba, компанией по производству ножниц. Yahoo, или точнее компания Alibaba, также принадлежит 35,5% Yahoo Япония. Вместе с Марисой Майер совет директоров Yahoo покинет один из основателей бренда Дэвид Фила и председатель совета директоров Мейнард Уэбб. Правда, состоится ли сделка, пока не ясно. После сообщения о готовящейся продаже интернет-активов Yahoo в июле прошлого года стало известно о 2 крупных хакерских атаках, которые скомпрометировали конфиденциальную информацию как минимум миллиарда клиентов. После этого руководство Verizon Communications начали переговоры о снижении первоначальной цены в 4 миллиарда 800 миллионов долларов. И эксперты до сих пор не исключают, что сделка не состоится вовсе. На завтра запланирована пресс-конференция избранного президента, в ходе которой Дональд Трамп обещает объяснить, как он планирует разрешить конфликт интересов, возникший на пересечении его семейного бизнеса и неожиданно удачной политической деятельности. С подробностями Ольга Логинова. Есть ли простое решение у непростого конфликта интересов 45-го президента США? Напомню, что подобная пресс-конференция уже была отменена в декабре, практически в последний момент. В ходе ряда интервью, а также посредством сообщений в Твиттере, ну а где же еще, будущий президент уже обрисовал картину того, как он планирует рубить Гордиев узел. А именно, он намерен временно передать бразды правления семейной компанией Trump Organization своим 2 сыновьям Дональду и Эрику, которые будут поддерживать статус-кво бизнеса, воздерживаясь от заключения новых сделок. По мнению экспертов в сфере этики, а также многочисленных членов Конгресса, единственный способ избежать конфликта интересов – это ликвидировать компанию, на что Трамп, конечно, не может согласиться. Поэтому стоит готовиться к тому, что в прессе то и дело будут обсуждать новые нюансы уникального метода правления миллиардера. Журналист журнала Vanity Fair Эмили Джейн Фокс постаралась разобраться в подводных течениях большого бизнеса и не меньше политики и перечислила основные конфликты интересов Дональда Трампа.
Как известно, дочь Дональда Трампа Иванка, которая недавно заявила об уходе из своей компании, присутствовала на встрече избранного президента с премьер-министром Японии Шинцо Абе в ноябре, как раз в то время, когда ее бренд проводил переговоры с японской компанией со связями в правительстве. Или, например, интересен факт того, что Трамп попросил шотландскую компанию не строить ветряные турбины на побережье из-за того, что они могли испортить вид, открывающийся с его гольф-клуба. В Индии девелоперская компания со связями в правящей политической партии разрабатывает новый проект по недвижимости Трампа. Далее большим конфликтом интереса для избранного президента может стать пункт в Конституции США, согласно которому президенты не имеют права принимать подарки от других государств или их представителей. Совсем недавно в прессе обсуждался и конфуз с новым отелем «Трамп Интернешнл», расположенным в нескольких кварталах от Белого дома. Когда Дональд Трамп подписывал контракт об аренде здания старого почтамта сроком на 60 лет, он, очевидно, не слишком задумывался о пункте документа, который отчетливо прописывает, что избранные официальные лица не имеют права арендовать его или получать прибыль от здания, являющегося государственной собственностью. Если углубляться в финансовые нюансы, Дональд Трамп должен Deutsche Bank более 300 миллионов долларов, остальной долг компании распределен между 150 другими финансовыми организациями. Можно предположить, что в будущем эти банки и организации могут пытаться влиять на решение будущего президента. Однако пока до завтрашней пресс-конференции, а также до дня инаугурации президента 20 января, все это только размышления на тему. Подробности мы узнаем уже совсем скоро. Ясно одно, скучно в ближайшие 4 года нам точно не будет. В США за первые 9 дней Нового года наблюдается рекордная деловая активность. Только накануне сделки о слиянии и поглощении были оценены в 18 миллиардов долларов. Таким образом, с начала года было заключено рекордное количество сделок на более чем 35,5 миллиардов долларов. Что, по словам главного директора S&P Ричарда Питерсона, в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года и абсолютный рекорд по количеству сделок с 2010-го. Все вчерашние сделки были заключены в сфере здравоохранения, передает CNBC. В компании Mars Petcare заявили о намерении приобрести ветеринарную компанию VCA за 9 с небольшим миллиардов долларов. Японская Takeda заявила о приобретении массачусетской Ariad Pharmaceuticals за 5,2 миллиарда. И Optum приобретает SCA за 4 миллиарда долларов. Как пояснил Ричард Питерсон, многомиллиардные транзакции – это продолжение позитивных тенденций последних 4 лет, на протяжении которых сделок о слиянии и поглощении было заключено более чем на $1 триллион. Сильные морозы в нефтедобывающих регионах России привели к тому, что страна приступила к снижению добычи нефти с превышением ранее принятого графика в 50 тысяч баррелей в сутки. С начала 2017 года объем добычи сократился по сравнению с концом декабря на 100 тысяч баррелей в день. Как заявили Интерфаксу источники в российском Минтопэнерго, российские компании приступили к добровольному ограничению добычи нефти в рамках достигнутых в 2016 году договоренностей со странами, входящими и не входящими в ОПЕК. Снижение осуществляется по ускоренному графику и превышает первоначально озвученный консервативный прогноз. В Западной Сибири температура воздуха в январе опускалась до минус 60 градусов. В таких условиях скважины, особенно с обводненной нефтью или при большом содержании парафинов, порой закупориваются. В результате их приходится прогревать паром. Как только холода спадут, участники рынка ожидают роста добычи, поскольку не только останавливать, но и просто уменьшать отбор нефти из скважины зимой крайне нежелательно. И тот факт, что добыча из-за погоды снижена на большее количество баррелей в сутки, дает российским нефтяникам пространство для маневра. Они смогут увеличить добычу, не нарушая при этом международных договоренностей. Компания Toyota после претензий со стороны избранного президента в связи с планами строительства завода в Мексике сделала внушительный реверанс в сторону американского рынка труда. Президент японского автогиганта заявил накануне, что Toyota намерена инвестировать в производство на территории США 10 миллиардов долларов в течение ближайших 5 лет. Акито Таеда сообщил об этом, выступая на автомобильной выставке в Детройте. Глава корпорации также сделал особый акцент на том, какой вклад Toyota вносит в американскую экономику. По его словам, уже сейчас крупнейшие предприятия фирмы расположено именно в США и обеспечивает работой 136 тысяч американцев.
И в заключение о дорогостоящей вредной привычке. По данным совместного исследования Всемирной организации здравоохранения и Национального института онкологии США, курение обходится мировой экономике более чем в $1 триллион в год. В такую сумму странам мира ежегодно обходятся расходы на здравоохранение и потери производительности труда. Интересно, что эти расходы значительно превышают глобальные доходы от акцизов на табачные изделия, которые по оценкам ВОЗ в 2013-2014 годах составили около 269 миллиардов. В докладе отмечается, что количество смертей в результате курения увеличится на треть к 2030 году, то есть с 6 до 8 миллионов человек ежегодно. При этом более 80% смертельных случаев будут приходиться на страны с низким и средним уровнем дохода. Авторы исследования также отмечают, что распространенность курения среди мирового населения снизилась, однако общее число курильщиков во всем мире продолжает расти. На этом мое сегодняшнее время для денег заканчивается. Увидимся завтра. Это «Настоящее время Америка». Мы благодарим коллег из Нью-Йорка и продолжаем наш эфир из Вашингтона. В студии с вами Роман Мамонов. В Детройте в эти дни проходит первое автошоу 2017 года «Североамериканский международный автосалон». В этом году его посетители ожидают более 60 премьер, показ которых растянется на 2 недели. К этому моменту организаторы уже назвали победителя в номинации «Автомобиль года». Им стал Chevrolet Bolt, небольшой хэтчбэк, оснащенный электродвигателем. Несмотря на невыдающиеся размеры Болта, его мотор выдает 204 лошадиные силы, что позволяет ему разгоняться до 100 км в час менее чем за 7 секунд. Но главная фишка этого малыша в том, что он может проехать более 300 километров без подзарядки, что ставит его в один ряд с Теслой, лидером среди производителей электрокаров. Планируется, что цена Chevrolet Bolt будет около $37 тысяч. Среди других новинок внимание на себя обратили также Honda Ridgeline, ставшая лучшим траком салона, и новая модель Toyota Camry, самой продаваемой машины в США. Новая Camry будет выглядеть агрессивнее и останется такой же экономичной. Гибридная версия будет иметь расход 5 литров на 100 километров. Завершится Детройтский автосалон 22 января. Будем обо всем подробно рассказывать. А вот в Лас-Вегасе на международной выставке потребительской электроники, о которой мы вам также рассказывали, не обошлось без участия полицейских. Им предстоит расследовать кражу одного из экспонатов, а точнее 2 опытных образцов игрового ноутбука с 3 экранами. О краже лэптопа Project Valerie заявила компания Razer, пообещавшая вознаграждение за поимку похитителя $25 тысяч. Отметим, что новинка вызвала положительные отзывы пользователей. Конструкции с 2 дополнительными экранами, которые выдвигаются с помощью автоматического механизма, многими была названа прорывом в игровой индустрии, хотя другие отмечали громоздкость и высокое энергопотребление у ноутбука. В сети уже появилось мнение, что компания-производитель с помощью истории с кражей пытается пропиарить свою продукцию. Другие экспонаты выставки обсуждались и без таких новостных поводов. Как всегда, в центре внимания были роботы. Универсальные и полезные в хозяйстве роботы становятся все более интеллектуальными. Наши машины уже умеют распознавать лицо и голос, а дети могут программировать и на iPad, и на любой другой таблетке. Наш робот учит 4 уровням программирования, от легкого до сложных. На самом деле Обликс — это пылесос, но все наши продукты можно программировать. В результате пылесосы оказались крайне популярными среди умных приборов. Робот-стекломойщик не так востребован, отчасти потому, что не в каждом доме установлены подходящие окна. Однако многие посетители с интересом рассматривали эти устройства, удивляясь тому, как они передвигаются по гладкой вертикальной поверхности. Внутри машины находится большой мотор, создающий вакуум, что позволяет аппарату прилипнуть к стеклу. Другие роботы потихоньку внедряются в аэропорты и банки. Следующий шаг — робот для торгового центра. Затем мы пойдем к представителям франшиз. Мы планируем, что наша машина сможет работать с кредитными картами и обрабатывать заказы в точках быстрого питания и других торговых сетях. Один из самых важных аспектов роботики — способность аппарата имитировать живых людей. Вот этот аппарат выполняет функцию компаньона для многих пожилых японцев.
Он покрыт сенсорами, которые реагируют на прикосновение и голос. Потом робот может следовать указаниям человека. Он реагирует на направление звука, когда человек разговаривает с ним. Он также может обернуться и посмотреть вам в лицо, когда вы зовете робота. Он отзывается. Одна из причин, по которой роботы пока не взяли на себя полностью бытовые заботы, заключается в том, что даже малейшие детали таких машин должны быть прочными и приспособлены к достаточно длительному использованию. Когда вы постоянно крутите проводок, он получает повреждения. Поэтому внутри нашего робота мы установили подшипник скольжения. Посетители выставки бытовой электроники в этом году смогли протестировать детское роботизированное сиденье и целую когорту роботов, умеющих развлекать. По словам инженеров, роботы станут полем для внедрения новых технологий, которые в конечном итоге превратят их в помощника человека по дому. Теперь о других наших помощниках, у которых нет процессора и материнских плат, зато есть усы, лапы и хвост. А главный острый нюх, который помогает бороться с одним из самых коварных заболеваний – туберкулезом. Речь идет о сумчатых крысах, пришедших на помощь врачам в Танзании. 4-летний Чува выполняет важное задание. Эта гигантская африканская сумчатая крыса ищет туберкулез. Животное обнюхивает анализы пациентов в поиске молекул, которые присутствуют в бактерии, вызывающей это заболевание. Когда Чува найдет то, что ищет, он подаст своему тренеру сигнал. У гигантской африканской сумчатой крысы больше генов, отвечающих за рецепторы, по сравнению с другими животными. Благодаря острому нюху она с легкостью обнаруживает наличие туберкулеза. Для таких развивающихся стран, как Танзания, эти крысы – полезный инструмент. Сегодня врачи полагаются на новую технику анализов на туберкулез, отказавшись от старой, которая неоднократно приводила к ошибочным диагнозам и, как следствие, дальнейшему распространению этого заразного заболевания. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 60 тысяч диагнозов в Танзании представляют только треть новых пациентов, а это означает, что большинство остаются в неведении. Каждый год в Танзании от туберкулеза умирает 30 тысяч человек. Это 82 человека каждый день. НКО под названием «Апопо» убеждена в том, что сумчатые крысы являются дешевым и эффективным решением проблемы диагностики. Крыса в период от 10 до 20 минут может проверить 100 анализов. У лабораторного специалиста на это уйдет от 4 до 5 дней. После того, как крысы проведут тестирование, анализы, выделенные ими как положительные, поступят для дальнейшей вторичной проверки в лабораторию. Финальные результаты теста направляются в госпиталь через 24 часа, чтобы врачи могли незамедлительно приступить к лечению. По словам представителей программы тестирования на туберкулез крысами, с момента запуска этой инициативы тысячи человек узнали о диагнозе, который в прошлом по ошибке пропустили. Некоммерческая организация планирует вскоре расширить эту программу, предоставив другим странам этих животных. «Скрытые фигуры» — так называется фильм, основанный на реальных событиях из жизни 3 афроамериканских женщин, участвовавших в запуске на орбиту Джона Гленна, первого американского астронавта. Чтобы отстоять свои права и добиться цели, сотрудницам НАСА Кэтрин Джонсон, Дороти Уон и Мэри Джексон пришлось преодолеть гендерную и расовую дискриминацию в эпоху сегрегации в США. Подробнее о реальной истории со счастливым концом в нашем следующем сюжете. Вы знаете, чем мы здесь занимаемся? Мы делаем то, что никто раньше не делал. Мы собираемся посадить человека в ракету и запустить его в космос. Начало 1960-х. Космическая гонка между США и Советским Союзом в самом разгаре. В попытках обойти Советы НАСА готовится первым отправить человека на орбиту. Это решающий момент. Через 2 недели здесь будут тренироваться астронавты. От нашей работы зависят все. Их жены, их дети, вся эта чертова страна от нас зависит. В критически важной ситуации 3 афроамериканки играют ключевую роль в работе НАСА по расчетам траектории орбиты. Обладательница Оскара Октавия Спенсер играет Дороти Вон, первую афроамериканку, менеджера сегрегированного в агентстве расчетного отдела Уэстерия. Спенсер, которая уже получила несколько номинаций за роль Дороти, рассказала «Голосу Америки» о значимости этой неизвестной широкой общественности истории. Эти женщины преодолевали стеклянные потолки в НАСА. Но сам факт того, что мир до сих пор не знает их имена, говорит о том, что нам предстоит проделать большую работу. Мне нужно найти математика, который может выйти за границы стандартных вычислений, пока русские не воткнули свой флаг на Луне.
Математик Кэтрин Джонсон была ключевой фигурой в этой истории. Тараджи Хэнсон исполняет роль Джонсон, матери 3 детей и скромного гения с единственной целью – решить задачу. Ее безупречные расчеты сохранили жизнь Джона Гленна во время полета на орбиту. Кевин Костнер играет ее менеджера. Всем нам важно ломать преграды и преодолевать существующие барьеры. Я очень горжусь тем, что у меня была возможность сделать это в фильме. Если бы ты была белым мужчиной, хотела бы ты стать инженером? Мне не пришлось бы хотеть. Я бы уже давно им стала. Жанель Мане исполнила роль Мэри Джексон, энергичной матери с 2 детьми и первой женщины-афроамериканки, которая стала инженером. Сегодня она обращается к молодым девушкам, особенно представительницам меньшинств. Вы можете быть математиками, учеными, инженерами, вы можете заниматься технологическими разработками, вы можете изменить мир. Гениальность не зависит от цвета кожи и пола. Блистательный ум не зависит от цвета кожи и пола. Если вы будете делать свою работу, вы обязательно добьетесь успеха. Всегда. We all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk. You're welcome to walk the 16 miles. Or sit in the back of the bus. Актерский ансамбль киноленты «Скрытые фигуры» также заслужил похвалу. Жизнеутверждающий посыл актеров достиг и Международной космической станции, откуда американский астронавт Пегги Уитсон, женщина-рекордсменка по количеству времени в космосе, передала сообщение по спутниковой связи во время премьеры картины. Я надеюсь, что поколение, которое покорит Марс, все наши будущие яркие инноваторы, так же, как и я, будут черпать вдохновение в истории этих женщин-первопроходцев. Надеюсь, вам понравится фильм. Спасибо от всей нашей команды, которая сейчас находится на борту Международной космической станции. Ожидается, что фильм «Скрытые фигуры» по достоинству оценят зрители. Критические высказывания Мэрил Стрип в адрес Дональда Трампа во время церемонии вручения премии «Золотой глобус» продолжают будоражить американскую общественность. Все подробности знает наш обозреватель Максим Москальков. Макс, привет. Привет, Рома. Как известно, в воскресенье актриса раскритиковала избранного президента, напомнив о случае, когда тот спародировал репортера с инвалидностью. С похвалой в адрес Стрип незамедлительно выступили активисты за права людей с ограниченными возможностями. Коллеги по цеху и представители мира шоу-бизнеса также в большинстве своем поддержали актрису. Так, в телефонном интервью телеканалу MSNBC Барбара Стрейзанд заявила, что полностью на стороне Мэрил. Бен Эффлек, в свою очередь, отреагировал на заявление Трампа, назвавшего Мэрил Стрип переоцененной актрисой. Я думаю, Мэрил была просто блистательной. И я уверен, единственная вещь на Земле, которую мы знаем наверняка о Мэрил, так это то, что она не переоценена. Бурная реакция звезд наблюдалась и в Твиттере. Телеведущая Эллен Дедженерес: «Никогда не было никого такого, как Мэрил, я ее люблю». Актриса Салли Филд: «Великолепная Мэрил, браво, ты потрясающая. Я никогда не восхищалась тобой больше, чем сейчас». Актриса Шерон Стоун: «Она никогда не была более грациозна, чем сегодня вечером. Даже практически без голоса ее голос никогда не был настолько силен». В поддержку трехкратной обладательницы Оскара высказались также актеры Джордж Такей и Алек Болдуин, комик Челси Хендлер, писатель Стивен Кинг, телеведущая Джой Бехар, актриса Прянка Чопра и многие другие. Высказывание Мэрил Стрип прокомментировали даже в Белом доме. Пресс-секретарь Джош Эрнст заявил, что критика актрисы в адрес Трампа являлась осуществлением артистской права на выражение собственного мнения в рамках первой поправки Конституции США. Однако не все знаменитости поддержали Стрип. Так, например, дочь Джона Маккейна Меган Маккейн отреагировала в Твиттере следующим образом: «Называть республиканцев, как я, чертовыми идиотами – хороший способ преодолеть культурный разрыв. Наслаждайтесь своим пузырем». Теперь к другим новостям. Фильм «Ла Ла Ленд» продолжает триумфальное шествие по фестивалям и кинопремиям. Голливудский мюзикл стал лидером по числу номинаций на британском аналоге «Оскара» кинопремии «Бафта». Там картина претендует сразу на 11 статуэток. По 9 номинаций получили 2 других американских фильма: фантастическая драма Дэни Вильнёва «Прибытие» и триллер от дизайнера Тома Форда «Под покровом ночи». Церемония вручения наград «Бафта» пройдет в лондонском Альберт-холле 12 февраля. Американский художник Закари Кол Фернандес пришел с повинной в полицию Лос-Анджелеса и признался, что именно он в новогоднюю ночь переделал знаменитую надпись «Холливуд» в Голливуде на «Холливуд», что значит «святая травка». Мужчину ненадолго задержали, а затем отпустили, обязав вернуться в суд 15 февраля. Ему предъявлено обвинение в незаконном проникновении на охраняемую территорию. Фернандес объяснил, что таким необычным образом он хотел вызвать дискуссию в обществе на теме легализации марихуаны. На сегодня у меня все. Рома.
Ведь ему, Максим, это удалось. И последнее. Как корова на льду порой смешно выглядеть могут не только люди, но и животные. В штате Коннектикут буквально в безвыходном положении на одной из замерзших рек оказался олень. Как утверждают очевидцы, туда он был загнан койотами и несколько часов безуспешно пытался выбраться из этой ледяной ловушки. К счастью, на помощь ему пришли защитники животных, которые вернули животному долгожданную свободу. Это был час новостей из Вашингтона. В студии был Роман Мамонов. Далее стартует час Тимура Олевского. Не переключайтесь.